так вот мы и живем. Черная краска на памятниках известных татарских писателей. Акт вандализма в центральном сквере города. Исторический город Битинебезнень. Одной из первых дело рук вандалов заметила Милюша Сафина. Накануне утром женщина возвращалась из больницы. Милицейский машин стоял. Сделали, видать, усы, что ли, хотели сделать, или что-то. Это под носом там было черный. Черные пятна уже второй день отмывают чистопольцы. Вчера школьники вместе с учителями. Сегодня сотрудники коммунальной службы. Щетка, растворитель и терпение. Вот и весь набор. Больно много трещин. Из-за этого и так получается долго. 2 часа на одно лицо уходит. В 2014 году сквер Хазины лично открывал Рустам Миниханов. Тогда и решили, что места на центральной аллее займут бюсты Гаяза Исхаки, Фатиха Амирхана, Каяш Тимбиковой и Софьи Губайдулиной. Они уроженцы и гордость Чистопольского района. Конечно, больно на это смотреть. Чья рука может подняться? Это только тех недорослей, которые ничего не считают, ничего не знают про таких людей. В сквере Хазины 4 бюста известных татарских деятелей. Но на удивление нетронутым остался только один памятник. Это композитор Софья Губайдулина. И лично у меня возникает вопрос, что же остановило хулиганов? Возможно, причиной стали те самые видеокамеры по всему периметру сквера, которые фиксировали каждый штрих этого вандализма. Или же у хулиганов появилась своя причина, чтобы остановиться. Полиция быстро нашла вандалов. Ими оказались подростки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к данному преступлению 3 местных жителей – 14, 15 и 17 лет. 2 молодых людей состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Чистопольскому району. Свою вину молодые люди признали полностью. Сейчас в МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование контролирует Республиканская прокуратура. Напомним, месяц назад в самом центре Заинска буквально за 10 минут сгорел 6-метровый памятник воину-освободителя. От скульптуры остался только металлический каркас. Тогда виновниками ЧП стали дети 9 и 11 лет. В отношении родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уничтожение памятников, увековечивающих память павших при защите Отечества». Восстановить монумент власти пообещали к 9 мая. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Чистополь. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.